Говорят, современная диагностика достигла таких успехов, что здоровых людей практически не осталось. Тем нужнее специалисты, чей профессиональный праздник мы отмечали в 3-е воскресенье июня. Не о дне медицинского работника, а о самих медицинских работниках, которые трудятся в поселке Энергетиков, мы поговорим в следующем сюжете. История возникновения больницы в Серебряном Бору тесно связана и с расширением самого поселка Энергетиков, и со строительством Нерюнгринской ГРЭС. А началось все с небольшого деревянного домика на 3 комнаты, где еще в конце 70-х был неофициально открыт здравпункт. Спустя четверть века многое изменилось. Здравпункт превратился в Серебряноборскую городскую больницу 2-й квалификационной категории с поликлиникой и стационаром. А само здание стало каменным и 3-этажным. Для подразделений больницы было приобретено современное диагностическое оборудование, лечебная аппаратура, мебель, мягкий инвентарь. Здесь находятся 3 отделения. Гастроэнтерологическое на 60 мест. Его специалисты, между прочим, помогают пациентам всего Нерюнгринского района. Терапевтическое на 25 мест. И детское отделение на 10 мест, которое, кстати говоря, на момент съемок пустовало. И это радует. В Серебряноборской больнице работает 1 врач с высшей и 6 с 1-й квалификационной категории. Кроме того, практически весь сестринский медперсонал имеет довольно-таки высокую квалификацию. Последние 5 лет коллектив возглавляет отличник здравоохранения Станислав Томилов. В этом году исполняется поселку Серебряный Бор 30 лет. Из них 25 лет существует Серебряноборская городская больница. В течение последних 5 лет эту больницу возглавляет отличник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач республики Томилов Станислав Николаевич. Человек на своем месте, человек, очень болеющий за свою работу, очень много сделавший для здравоохранения в целом. Он свою трудовую деятельность начинал еще работать в Усьмае. Там себя проявил как хороший организатор, даже строитель в здравоохранении. Вот. Теперь, значит, он возглавляет здравоохранение поселка Серебряный Бор. Медицина – штука недешевая. Вот почему и в этом благородном деле не обходится без спонсоров. Главным из них сами сотрудники больницы называют начальника гидроспецстроя Феликса Метелева. Посильно помогает администрация поселка Серебряный Бор и сам глава Владимир Малышев. Старается не забывать о врачах и генеральный директор НЭРа Михаил Деревяшкин. А проблем в больнице поселка Энергетиков по-прежнему хоть отбавляй. Необходима пристройка к зданию, так как не хватает старых площадей. Все меньше и реже обновляется медицинское оборудование. Некоторые аппараты вовсе нуждаются в замене. Безнадежно устарел парк автомобилей. Но, несмотря на все это, медики не унывают. Наверное, просто некогда. Чем, собственно, и подтверждают расхожее мнение, что в медицине главным лекарством является сам врач.